Она рождет в своей очереди. Лечить межпозвоночную грыжу она решила по исламу – хиджамой. До этого я ходила к врачам, невропатологу, неврологу, на томографию, лекарства пила. А это все химия, она разрушает печень, желудок, а результата нет. И тогда женщина решилась на кровопускание. У мусульман процедура называется хиджамой и практикуется еще с давних времен. И если в советское время средневековый метод лечения практически забылся, в последние годы кровопускание становится очень популярным способом лечения буквально от всех болезней. Показания практически все, противопоказания лучше на этом остановиться. Ожирение, травмы головы, инсульт, гипертония. Хиджама вылечит от всего, говорит Наталья. Лишнюю кровь надо выпускать. На ее объявления в интернете каждый день откликаются десятки людей. У нас в основном эта часть крови спящая. Она застаивается, начинает прокисать и даже плесневеть порой. Специалист Наталья не только по исламской медицине, но и по астрологии, ведическим и аюрведическим знаниям. А еще она называет себя рунологом, тарологом, и хиджаму, говорит, могут делать не только мусульмане. Я почему в платке? Потому что в первую очередь все равно, даже если мы берем древние практики, врачи всегда закрывали лицо и голову. Не по объявлениям, через знакомых можно найти совсем консервативных хиджамистов. Фатима принимает у себя только женщин, иначе харам. В хадисах и суннах, говорит бывшая медсестра, очень подробно объясняется, как и кому предписано кровопускание. Хиджаму делает только мусульманин, который придерживается строго ислама, который исполняет все столпы ислама и который живет согласно законам шариата. В день Фатима принимает до 10 человек. Майрам, инженер по образованию, здесь уже 3-й раз. Вчера нормально уснула. Позавчера уже первый день, как был этот сеанс, у меня полегчало. Кровопускание врачи, как оказалось, тоже практикуют. Но лишь в одном случае – эритремия, или, по-другому говоря, раки крови. Панацеей хиджаму считать опасно, говорит главный гематолог страны. Кровопускание тоже должна иметь доказательность. Так, и вот надо делать только в стерильных условиях, вот с помощью аппаратуры. А не просто вот взял, там, с банкой, там, допустим, вылили и так далее. Это я считаю неверно. Однако заставить больных отказаться от нетрадиционной терапии врачи не могут. По их словам, такое лечение может просто отнять время у больных. Джибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.